Всем привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся на Эжвинских дачах. Здесь мы продолжаем строительство одноэтажного красивого дома из бруса. Сейчас мы уже подходим к концу, завершаем устройство кровли. Давайте вам покажу, как выглядит дом изнутри, ну и, конечно же, покажу, как мы делаем крышу. Какой шикарный, красивый одноэтажный дом. Вот посмотрите, при входе у нас с этой стороны крылечко, да, крытое. Мы заходим в дом, открываем дверь. Шикарно. Дождь, снег нам за шиворот не падает. А вот с этой стороны у нас такая терраса. Представляете? Вы из комнаты можете по утру, да, даже в течение дня выходить на террасу и любоваться красотами своего сада за чашечкой ароматного кофе. Шикарно. Давайте посмотрим дом. Попадаем на крылечко. В дальнейшем здесь будет внутренний тамбур перед нами, чтобы теплый воздух из дома резко не выходил. По левую сторону у нас котельное помещение. В том углу будет сделан санузел. А перед нами кухня. По правую сторону две уютных комнаты. Сейчас все покажу. Это у нас кухня на 10,5 квадратов. Дальше идем в спальню. Обратите внимание на стены. Стены строганные. Мы брали рубанок и строгали. Выглядит очень шикарно. Вот такая просторная спальня. Светлая очень будет. Посмотрите, какие большие окна. Шикарно. И изюм еще данного дома – это вот эта комната. Очень уютная комната с французским окном, с выходом на террасу. Вот она у нас терраса. И с видом на свой участок. Шикарно. Шикарно, очень шикарно. Теперь еще пару слов. Пока строится дом, необходимо рассказать о качестве, чтобы было понятно не только, что мы строим, да, но и как мы строим, на что надо обращать внимание. Изначально после фундамента всегда укладывается гидроизоляционный слой, чтобы обвязка, деревянные конструкции не портились. Все стыковки обвязочного бруса идут только по центрам сваи, никак не в воздухе. Если идут стойки, какие-то балки, то все необходимо крепить вот на такие усиленные уголки, глухари и желтые саморезы. Получается очень надежно. Видите, да? Везде. Все запилы делаются четко, под карандаш, чтобы палец не засунуть. Посмотрите, как красиво. И обратите внимание, что на всех стойках в доме смонтированы специальные регулировочные болты. Потому что деревянные конструкции дом будет усаживаться вниз, а стойки усаживаются минимально. И чтобы горизонт был идеальным, мы ставим специальные вот такие крепежные элементы с возможностью усадки. Прекрасно. Также сверху везде у нас много крепежки, лаги в наших домах. Мощные, очень большого сечения. Это лаги 100 на 200. Можно утеплить пол минимум 20 сантиметрами. И потолок у нас тоже. Также 20-ка будет минимум. Кроме того, эти лаги не прогибаются на длину пролета в 4,5 метра. А пролет у нас здесь в доме куда меньше. То есть у нас с запасом все. Понимаете? То есть у нас крепежка с запасом, у нас обвязка немного с запасом, у нас лаги с небольшим запасом. Мы все делаем с небольшим запасом по качеству. Понимаете? То есть, что, я считаю, не надо делать впритык или наоборот ущемлять процесс строительства, удешевлять его. Нет. Тут все должно быть хорошо. Должно быть все хорошо. Чтобы душа радовалась. Дом мы строим не на десятилетия, да, или не на несколько лет, как покупаем телефон. Дом строится на много десятилетий. Дом же будет потихонечку устаревать, да, физически устаревать. И наши запасы прочности продлят его срок службы. Понимаете? Мы смотрим на 7 десятилетий, на 70 лет вперед. Прекрасно. Давайте поднимемся наверх.
Как вы видите, уже сделана стропильная система. Сделана основа кровли. И как она сделана? По нижней части ноги стропильные были подпилены, усажены, далее скреплены усиленными уголками с глухарями такого диаметра и желтыми саморезами. Все очень жестко, все надежно, но это не все. Дальше, в серединной части мы сделали по низу лежень по лагам. Понимаете, да? Для чего нужны всегда усиленные мощные элементы, потому что на них что-то потом опирается, идет нагрузка. Дальше вот эти стойки, которые дополнительно усиливают кровлю от прогибания. Допустим, тут масса снега будет, да, и чтобы снег не продавил, дополнительно усиление вот этими стойками промежуточными. Далее поверху мы видим опять ригеля, то есть усиление кровли в районе конька, скрепленные не только гвоздями, но и шпильками вот такого диаметра, и скрепление по коньку гвоздями и там бабышками, досками вот такими. Понимаете, да? То есть на каждом этапе у нас здесь раз, два, три, четыре этапа, и все усиленно закреплено. Все прекрасно. Вот сделали еще фронтоны. Вот так вот красиво они выглядят. Дело идет. И весьма хорошо идет. Прекрасно идет. Все надежно, очень качественно. Конечно, это все занимает время. Можно было на 2 тут ржавых гвоздя, там 1 ригель сделать посерединке, и все. И на этом все закончить. Но нет. Нет. Дом строится, я говорю, на 70-100 лет. Должно все быть надежным, с запасом прочности. Посмотрите, какая тайна скрыта от ваших глаз. Какой идет усиленный уголок. Глухари, которые скрепляют, да, стропильные ноги с брусом верхним. Желтые саморезы. Как лага врезана четко. Видите след от карандаша? Вот полуласточка, внутренняя стена с внешней как связана. Посмотрите, как четко. Чтобы палец туда не засунешь. Настолько все примыкает. И держит, следовательно. Шикарно. И так дальше. Сколько здесь профессионализма. Сколько здесь строительной красоты. Еще добавлю про пирог кровли. Сейчас на стропильные ноги мы настелим вот такую гидропароизоляционную мембрану, которая будет защищать в дальнейшем утеплитель от конденсата, от влаги. Дальше пойдет обрешетка, контрабрешетка. Вот из бруска 50 на 50. Он нужен для вентиляции подкровельного пространства, чтобы вот эта влага, она уходила. Потом пойдет обрешетка. Вот, из доски. И потом там уже лежит металлочерепица. Все, шикарно. Дело идет. И весьма успешно. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите. Проконсультируем, сделаем вам расчет. Ну а дальше вы идете домой, думайте. И мы будем рады, если выберете нас для строительства вашего дома мечты. Все, до встречи. До встречи на консультации.